Работники сельскохозяйственных структур будут и впредь получать поддержку со стороны государства. Будет дополнительная опора и для тех, кто работает в сельской местности. Развитие агропромышленного комплекса обсудили на расширенном заседании в Доме правительства. В нем приняли участие специалисты из разных уголков России. Тема развития агропромышленного комплекса и в целом села – это важное направление в развитии страны. В частности, в Чувашской республике на селе проживает порядка 38% населения. И, конечно же, развитие отрасли сельского хозяйства, агропромышленного комплекса нами рассматривается не просто как развитие экономики Чувашской республики или экономического потенциала, но и возможность создания условий жизни на селе. С каждым годом мер поддержки по различным направлениям сельского хозяйства в Чувашии становится все больше. На текущий год поддержка аграриев также увеличена. С учетом уточнения бюджета 2022 года на развитие отрасли составляет 4,4 миллиарда рублей, что уже выше факта 2021 года. В 2022 году помимо сохранения всех действующих форм поддержки агропромышленного комплекса добавились еще 15. Всего их стало 69 направлений, 40 федеральных направлений и 29 направлений республиканские. Сергей Артамонов добавил, что для развития сельской местности нужно делать упор не только на сельское хозяйство. Большую роль в этом играют специалисты. В республике принимаются меры поддержки, чтобы молодежь оставалась на селе. Сегодня за круглым столом рассматривался вопрос о дополнительных льготах для молодых людей. Например, гости из Ростовской области предложили снизить размер налога. Для привлечения специалистов к работе в сельской местности предприятия вынуждены оказывать им меры дополнительной социальной поддержки, такие как обеспечивать сотрудников льготным или бесплатным жильем, организовывать льготное или бесплатное питание, а также другие меры. Когда работнику предлагают бесплатное проживание и питание, это, конечно, является привлекательным аспектом для побуждения к переезду. Но на практике работники сталкиваются с тем, что, получая бесплатную помощь, с их заработной платы удерживаются дополнительные суммы налогов. Представители Палаты молодых законодателей отметили, что данное мероприятие стало отличной возможностью услышать различные предложения, мнения экспертов, обобщить материалы и представить в Палату регионов инициативы, которые будут проработаны и воплощены в жизнь в интересах развития агропромышленного комплекса страны. Милена Алексеева, Елизавета Цветкова, Николай Скворцов, Республика.